Глава региона Владимир Уйба записал видеообращение для жителей республики. Буры Донайортис, добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня принял участие в совещании, которое проводил президент страны Владимир Владимирович Путин о мерах социально-экономической поддержки регионов страны. Как отметил глава государства, несмотря на все усилия недружественных нам стран, экономический блицкриг им не удался и не удастся. Потому что никакими санкциями многонациональный народ России точно совершенно не запугать и не сломать. Президент особо подчеркнул, что государство обеспечит максимальную поддержку граждан и экономики. Будут увеличены минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Что очень важно, дополнительную федеральную поддержку получат регионы. Еще глава государства отдельно сказал, что не нужно останавливать стройки, что нужно продолжать все программы, в первую очередь социальные программы, которые мы сегодня наметили и которые уже ведем. Ну и, как вот четко сказал Владимир Владимирович, у страны для этого есть все необходимые ресурсы. Поэтому, вот, уважаемые жители республики, я хочу передать тот настрой, который сегодня глава государства до нас довел, что мы точно совершенно от вот этого давления на нас только выиграем. От того, что нас поставили, по сути, вот в такую зависимость, как считают они, все эти нам недружественные страны, и санкции ввели, и не поставляют там какие-то запчасти, детали, там еще что-то, это даст возможность только быстрее нам сделать импортозамещение и работать на отечественных вот, составляющих, на отечественных запчастях. Поэтому мы тоже в правительстве республики ведем очень большую работу, и самое главное, мы завершаем подготовку регионального плана социальной поддержки экономики, и в пятницу мы его на этой неделе рассмотрим и утвердим. И дополнительно я вас буду, уважаемые жители республики, информировать о том, как этот план реализуется. Ну, а сейчас еще доложу вам о том, как мы готовимся к весне, поскольку она уже не за горами, а это значит посевная, а это значит поддержка аграриев. Что делается? На сегодняшний день региональным Минсельхозом заключено 222 соглашения с сельхозпроизводителями для предоставления господдержки. До аграриев уже доведены субсидии на текущую производственную деятельность порядка 150 миллионов рублей. По моему поручению, в этом году правительством Республики Коми увеличен объем государственной поддержки аграриям на 220 миллионов рублей. Это 1/5 часть от общей поддержки сельхозаграриев за весь год. На какие цели будут направлены эти средства? Я, с вашего позволения, зачитаю с тем, чтобы четко совершенно передать суть этих мер поддержки. Итак, на 5% увеличены ставки субсидий на производство и реализацию товарной продукции животноводства, а также субсидии на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы. Недополученные субсидии на товарное молоко в прошлом году производители получат в этом году по увеличенным ставкам. Теперь субсидии на товарное молоко и на приобретение или изготовление комбикорма могут получать не только сельскохозяйственные организации, но и крупные крестьянские фермерские хозяйства, о чем неоднократно на встречах меня просили. При условии, что на 1 января 2022 года их поголовье коров именно молочных пород составляет не менее 50 голов, а с 2023 года не менее 40 голов. То есть мы расширяем поддержку. Хозяйства, которые реализовали в прошлом и в этом году проекты по строительству или реконструкции ферм и при этом увеличили поголовье не менее чем на 10%, смогут получить субсидии на приобретение племенного скота по повышенным ставкам. При расчете субсидий будет применяться коэффициент 1,5.
По увеличенным ставкам будут возмещать затраты и тем организациям, которые закупают молоко и скот от личных подсобных хозяйств. Ставка увеличилась на 2000 рублей за 1 тонну продукции. А для личных подсобных хозяйств мы увеличили ставки субсидий на приобретение молодняка крупного рогатого скота. Теперь за одну голову будет выплачиваться 3000 рублей. Также введена новая субсидия для молочных хозяйств, и им возмещается часть затрат на обеспечение прироста молока собственного производства. Введены новые субсидии для аграриев, которые занимаются растениеводством. В этом году хозяйства, которые увеличат площади посадки картофеля и овощей открытого грунта не менее чем на 20%, смогут получить аванс на посевную по 120 тысяч рублей на 1 гектар. Введена новая субсидия на возмещение 90% затрат по транспортировке органических удобрений. И более чем в 2 раза увеличена поддержка на приобретение семян с 12,7 до 28,6 миллионов рублей. В преддверии посевной это очень важная мера поддержки. Кроме того, увеличились и инвестиционная поддержка аграриев. В число субсидируемых объектов включены кормоцеха, навозохранилища и площадки для накопления отходов. У аграриев расширились возможности для получения субсидий на техническое и технологическое перевооружение. Период приобретения техники и оборудования увеличен с 2 до 3 лет. Расширился перечень субсидируемого оборудования в области переработки сельскохозяйственной продукции. В него включено фасовочное оборудование и оборудование, необходимое для маркировки пищевой продукции. По эпидобстановке мы опять немного выросли. За сутки у нас выявлено 287 случаев заболевания коронавирусом. Вчера, вы помните, было 192. Ничего не меняется. Города Сыктывкар, Ухта и районы Ижемский и Сысольский у нас сегодня дают основной вклад вот в эту заболеваемость. По развернутым койкам мы продолжаем сокращать коечный фонд. Сокращено 135 коек. Развернуто сегодня у нас 1385. Занятые койки тоже снижаются. Вчера было 799, сегодня 761 койка. То есть больных, хотя стало побольше, да, вот на немножко, но тем не менее все-таки больные в основном амбулаторные и средней тяжести, поэтому коечный фонд по занятости сокращается. На сегодняшний день, уважаемые жители республики, это вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите себя, не болейте. До следующей встречи.